Приветствую вас, мои дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 10 сентября. Смотрим на колоде «Цыганский пасьянс» с вами. Все знаки зодиака от Овнов до Рыбок в одном видео. Под видео есть тайм-код. Вы можете сразу перекручивать на свой знак. Так, ну что, поехали. 10 сентября, вторник, Овны. Покажите мне, пожалуйста, 10 сентября, как пройдет для Овнов. Какие события будут? Покажите мне. Пока не вижу событий. Может, я, конечно, уже что-то пропустила. Ну, первое, что я нашла, это роза. Дерево. Если вдруг вы события находите, а я не вижу его, то у вас оно может проигрываться. Поэтому тут, видите, тут значения подписаны на колоде. Ну, если вдруг, допустим, не видно вам, может быть, вы смотрите с телефона, в комментариях можете мне картинку описать, я вам значение напишу. Роза и кровать рядышком выпадают. И также еще не забывайте смотреть по асценденту. Асцендент тоже очень хорошо показывает события. Знак асцендента. Так, сейчас я проверяю. Нет, не вижу. И здесь тоже не вижу. Я только увидела 3 события для вас. Дерево – это приглашение. Куда-то вас могут позвать, пригласить во вторник. Возможно, на свидание. Рядом выпадает свидание. Либо приятная встреча. Если это не свидание, то... И рядом со свиданием ложится кровать – это интимная связь. Ну, либо разговоры об этом, какие-то события с этим связаны, мысли и так далее. Так что, может быть, еще, конечно, как вариант, кровать иногда бывает желание пораньше лечь спать. Ну, рядом со свиданием, конечно, ассоциации немножко другие. Так что, такой вот день Овны. Вообще ничего, ни про работу, ни про дела. Свидание, кровать и приглашение. Может быть, какое-то у вас важное свидание или важная встреча будет в этот день, поэтому мне именно это событие показали. Хорошо, переходим дальше к тельцам. Дальше у нас идут тельцы. Поехали, смотрим, что у вас. 10 сентября. 10 сентября, вторник. Вторник, тельцы. Что будет у тельцов? Покажите мне. Так, смотрим. Крутились карты, переворачивались. Подсвечник. Первое событие – надежда. Надежда, вера во что-то, в кого-то. Напоминаю, буду каждому знаку напоминать. Не забывайте смотреть по знаку асцендента еще прогноз. Допустим, если у вас не резонирует Солнце, ну, попробуйте несколько дней, там, недельку проверить по асценденту. Может быть, там будет больше информации, она больше будет резонировать. Маска. Цветочек. Мешок с деньгами. Расческа. Ну, у вас тут 2 минуса, конечно, есть. Замок нельзя. Замок нельзя. Здесь не вижу. Проверяем горизонталь, вертикаль. Нет. Будильник нельзя соединить. Видите, обе карты зафиксированы. И также, смотрите, напоминаю, я так понимаю, что много, наверное, новеньких. Крайние карты, да, вот эти мы соединяем только строго по горизонтали и строго по вертикали. Да, то есть не в произвольном порядке.
Значит, смотрите, что получается. Надежда выпадает на вторник, вы на что-то будете надеяться. Может быть обман, маска. Поэтому остерегайтесь людей, которые могут быть там лицемерными, да, то есть в глаза улыбаться, за глаза что-то против вас там замышлять. В общем, обман. Ну, в том числе мошенники, аферисты, все идут по маске. Неприятность, видите, тоже ложится еще расческа. Возможно, неприятность это и будет обман. Деньги, поступления могут быть в этот день, могут быть расходы. Опять же, да, то есть неприятность, связанная с деньгами, обман. Поэтому тоже вот как бы сочетание не очень хорошее. То есть какое-то событие будет связано с деньгами. И исполнение желания, плюсик. Так что у вас такой день, знаете, 50 на 50. Есть и плюсы, но есть и минусы. Благодарю за внимание, тельцы. Я перехожу к близнецам. Смотрим, близнецы. Близнецы, 10 сентября. 10 сентября. Вторник, события дня. Покажите мне, что будет у близнецов в этот день. Какие события будут происходить. Так. Дерево, первое событие. Не забывайте проверять прогноз еще по знаку асцендента. Возможно, там будет тоже для вас важная, полезная информация. Иногда даже знак асцендента больше резонирует, больше показывает, чем знак Солнца. Так что просматривайте тоже. Чемодан, метла, машина по горизонтали. И горизонтали мы с вами смотрим строго, да, то есть, вернее, периметр смотрим строго по горизонтали карты, строго по вертикали, не в произвольном порядке. Деньги еще есть, вот видите, по вертикали. Сверху и снизу карточка. Здесь нет совпадения. Здесь нет карты, не можем уже сравнить. Получается, а если бы я эту не соединила, то соединились бы расчески. Да, то есть расчески это неприятность, поэтому вот хорошо, что я машинку первую увидела. Получается, в этот день приглашение у вас может быть, куда-то вас могут позвать, пригласить. Чемодан выпал, временная разлука, расставание. Метла, может быть небольшая ссора, выяснение отношений. События, связанные с деньгами, как поступления, так и расходы, тут сложно сказать. И дорога, поездка. Приглашение, поездка, чемодан. Ну, может быть, там не чемодан, рюкзачок, но тем не менее. Так что вот такие события у вас будут. Ой, близнецы. Благодарю за внимание. И переходим дальше к ракам. Раки. 10 сентября. 10 сентября. События дня, раки. Покажите мне, пожалуйста. Что будет происходить у раков 10 сентября? Сразу же маска выпала, раки, предупреждение. Может быть обман в этот день, во вторник. Так, что-то у меня здесь прилетел кто-то. Будет меня отвлекать сейчас. Угу. Гости.
череп. Также не забывайте смотреть по знаку асцендента. Асцендент бывает больше показывает, чем знак Солнца. Подкова. Замочек. Угу, 2 сердца. Корона. И проверяем горизонтали, вертикали. Строго по горизонтали, строго по вертикали. Совпадение смотрим, есть в карточках? Нет, нет, нет. Роза есть, видите, по вертикали. Тут прям 2 сердца, роза. Хорошее сочетание. Нет, нет, нет. И здесь нет. Получается, в этот день из минусов выпала маска, обман. Возможно, да, то есть вас могут обмануть. Попадете на каких-то мошенников. Может быть, просто будут какие-то двуличные люди в окружении, да, кто вам там в глаза улыбается, прикидывается другом, а за глаза непонятно, что творит. Поэтому вот будьте начеку. Дальше гости, удача, везение, любовь, свидание, общение с каким-то влиятельным человеком. Корона показывает всегда власть, силу, да, вот человек имеет какое-то положение в обществе и так далее. Также откроются тайны, секреты. Вот смотрите, возможно, вот этот человек в короне, да, то есть расскажет вам какие-то секреты, тайны. Может быть, поможет открыть обман. Да, вот тайна и обман еще иногда показывают, что открывается какой-то обман. И болезнь, то есть может быть ухудшение самочувствия в этот день. Или если вы запланировали на вторник поход к врачу, допустим, там, может быть, у вас какие-то анализы сдаете, еще что-то, то тогда череп просто показывает, что это событие произойдет. Да, вот как факт. Так что такая информация для вас. Благодарю за внимание. Дальше я перехожу к львам. Левушки смотрим. 10 сентября. Сентября. События дня. Львы, покажите мне, что будет у львов во вторник. Угу, есть первое событие. Хотела сказать, не вижу, сразу же нашла. Подарочек. Также хочу вам напомнить, не забывайте смотреть прогнозы по знаку асцендента, особенно если по Солнцу не резонирует. Ну, вы видите, что вот нет совпадений, да, то есть не подходит. Попробуйте еще посмотреть по асценденту. Победа, флаг. Угу. Сердце, друг и тайны. Может быть, какой-то друг-подружка откроет вам секретную информацию. Сильное, глубокое разочарование. Непонятно. Может быть, тайна какая-то не очень приятная. Рядом с победой ложится разочарование. И тут еще обман. Тогда понятно. Из-за чего разочарование? Опять же, откроется, да, вот откроется информация, откроется тайна о том, что вас кто-то обманывал. Ну, это, да, вот как бы и будет неприятно. И еще напоминаю, мы с вами проверяем строго по горизонтали крайние карты и строго по вертикали крайние карты. Мы не проверяем в произвольном порядке, да, то есть мы не берем там одну карту и с другой соединяем. Ну, это вот кто, я так понимаю, что есть новенькие на канале. Ну, скорее всего, что вы не знакомы с этой информацией, поэтому я для вас рассказываю. Получается, в этот день вы можете получить подарок
Или подарить подарок. Может быть и так, и так. Подарок у вас в руках будет. Дальше, но опять же, подарок, да, то есть это не обязательно подарок прям, да, вот в коробке с бантиком. Это может быть там что-то, что дается нам даром, бесплатно. Презент какой-то там, в том числе какой-то бонус, кэшбэк и так далее, это тоже все подарки. Открывается тайна. Дальше разочарование, обман, победа и общение с друзьями. Поэтому день нельзя сказать хороший или плохой. Есть 3 классных события, да, то есть это победа, подарки и общение с друзьями. И 3 негативных события. Поэтому можно сказать, что день такой 50 на 50. Ну, будем надеяться, что обмана вы избежите, и тогда вот не будет этого разочарования. Благодарю за внимание, львы. Я перехожу к девам. Смотрим, девы. 10 сентября. События дня, девы. Так, вторник, девы. Поехали, смотрим. Угу. Яблоко, первое событие. Бокал, второе событие, но здесь еще может быть месяц, видите, то есть можно либо месяц соединить, либо бокал, но я увидела бокал, оставляю его. Месяц обозначает события, которые повторяются и имеют цикличность, цикл какой-то. Мечи, опять же, либо мечи, либо подсвечник, но я первые мечи увидела, подсвечник это надежда, мечи это скандал, но важно, что видите вы первым. Вот то событие, которое вы видите, то и будет проигрываться. Конверт еще пропустила. Так, конвертик. Проверяем горизонтали, вертикали. Проверяем строго. Да, то есть строго по горизонтали, строго по вертикали крайние карты. И еще напоминаю, не забывайте, пожалуйста, проверять прогноз по знаку асцендента. Он тоже очень бывает хорошо резонирует и проигрывается. Так, значит, рассказываю. 4 события я у вас нашла. Первое событие – слезы. Но, опять же, слезы могут быть и радости. Ну, имея конфликт, да, в этот день, возможно, это будут слезы и печали. Потому что выпал скандал, конфликт, ссора, выяснение отношений. 2 меча, 2 разных мнения и, соответственно, идет скрещивание этих мнений. Еще, опять же, не забываем, это может быть, например, мы можем быть свидетелями скандала. То есть на наших глазах разворачивается какая-то такая сцена, ну, она нас впечатляет, да, то есть и поэтому как бы события показывают, что как будто бы это у нас, потому что нас это впечатлило, там отложилось в памяти и так далее. Так что на это тоже обращайте внимание. Слезы, ссора, получение. Конверт показывает, что там можете получать в этот день. И застолье, бокал. Где-то еще хорошо посидите. Вечером, возможно. Ну, вот такие события. То есть, если удастся избежать скандала, то в целом день можно считать положительным. Благодарю за внимание, девы. Я перехожу к весам. Смотрим весы. 10 сентября. Весы. События дня. Так, замочек. Первое событие у вас выпадает весы. Смотрим дальше. Угу.
Мечи, второе событие. Месяц, третье событие. Ну, тут два варианта, смотрите. Шарики можно соединить или письмо. Я увидела письмо, оставляю его. Если вы увидели шарики, это будут хорошие новости. Если, как и я, письмо увидели первым событием, тогда это получение. Дерево. Чашка чая. Приглашение гостя. И друзья. Сердце. Угу. Проверяем теперь. Значит, смотрите, по горизонтали есть еще яблоко, слезы. Но опять же, слезы могут быть и радости. Слезы будут связаны с друзьями. Два события рядышком. Здесь нет. Теперь проверяем вертикали. Вот крайние карты. Расческу нельзя. Здесь нет. Совпадений нет. Свиток есть. По вертикали свиток. И здесь, смотрите, сердечко есть. Но мы его не можем соединить, потому что обе карты уже зафиксированы. Поэтому я не могу переместить их. Получается, значит, рассказываю, что здесь получается. Знаете, что еще забыла сказать? Обязательно проверяйте еще прогноз по знаку асцендента. Если у вас вот знак Солнца не проигрывается, вот вы смотрите, нет, да, совпадений, обязательно проверьте еще по знаку асцендента. Так, значит, рассказываю. Откроются тайны у вас во вторник. Может быть скандал, ссора, или вы можете быть свидетелями какого-то скандала. Приглашение гостя. Получение конверт, получение документа, справки, посылки, получение какой-то важной информации. Деловая встреча. Да, вот будет встреча, причем, скорее всего, месяц показывает, что есть какой-то цикл. Допустим, вы там раз в месяц, раз там, не знаю, в квартал, в триместр, да, то есть раз в какой-то период идет какая-то встреча, на которой вы что-то получаете. Но опять же, да, то есть это я так соединила, возможно, у вас по-своему проиграется. И еще показали, что будет общение с друзьями, да, вот, возможно, друзья, гости, и слезы. Ну, слезы, опять же, слезы могут быть от конфликта, от открытия какой-то информации не самой приятной. А может быть, слезы радости, да, то есть будете смеяться там с друзьями, встретитесь где-то, да, вот встреча, приглашение гостей, и будете там смеяться до слез. Так тоже может быть. Поэтому тут уже как бы точнее я не могу вам сказать, как будет. Благодарю за внимание и перехожу я дальше к Скорпиону. Смотрим, скорпиончики. 10 сентября. Десятое сентября. События дня Скорпиона. Скорпионы, вторник, события дня. Смотрим, скорпиончики, что у вас будет. Сразу же вижу два сердца. Первое событие во вторник. Угу, змея. Угу. Расческа, к сожалению, выпала.
Проверяем горизонтали, вертикали строго. Строго по горизонтали, строго по вертикали. Ни в каком непроизвольном порядке. Получается, смотрите, есть по горизонтали цветок еще. Цветок — это очень хорошо. Здесь нет, здесь нет, здесь нет. Нет карты, не можем сравнить. Нет, нет, нет. И здесь тоже я не вижу совпадений. Получается, 4 события у вас выпало на вторник. Плюс также каждому знаку напоминаю, что прогнозы можно смотреть еще по знаку асцендента. Иногда асцендент очень хорошо показывает информацию, даже сильнее, чем знак Солнца. Так что обращайте на это внимание. На этот день, на вторник, у вас выпадает любовь, 2 сердца. Это может быть, там, не знаю, романтическая встреча, признание в любви, да, то есть какое-то приятное событие, связанное с личной жизнью. Если у вас ее нет, то это вероятность того, что она у вас может появиться. Плюсы есть еще из плюсиков исполнение желания, цветок. Исполнится какое-то желание. Большое, маленькое, любое может быть. Из минусов змея. Змея — это люди, которые завидуют, хотят нам как-то навредить, ужалить, обидеть. Поэтому тут вот будьте начеку. Еще иногда змея проигрывается, иногда, допустим, это хорошие люди, но могут быть по году рождения змея, могут быть, допустим, связаны с медициной. Да, вот змея может показывать медиков. Или же характер такой, да, то есть как бы эта змея к вам расположена хорошо, но в целом это человек такой с острым язычком, да, то есть может там, если надо, и словцо какое-то такое сказать остренько. Поэтому, но к вам может быть расположена хорошо. Как проиграется, не могу сказать. Но на всякий случай будьте готовы к тому, что вот кто-то может на вас и нашипеть в этот день. Ну и плюс выпадает неприятность. Возможно, это и будет неприятность, это вот встреча с такой змеей. Так что такая информация для вас, скорпиончики. Благодарю за внимание и перехожу я дальше к стрельцам. Стрельцы. 10 сентября. Стрельцы, события дня. Поехали, смотрим, стрельцы, для вас информацию. Угу. Подсвечник, первое событие. Корона, второе событие. Кровать, третье. Колокольчик, четвертое. Здесь не вижу. Проверяем горизонтали с вами. Строго горизонтали, строго вертикали проверяем. Может быть, еще будут какие-то совпадения. Да, видите, есть бабочка еще по горизонтали. Второй ряд. Дальше, значит, здесь есть роза, свидание. Первый ряд, розочка. Смотрим теперь вертикали. Ну, понятно, здесь невозможно проверить, уже карты нет. Здесь нет, нет, нет. И здесь я тоже не вижу. Плюс напоминаю каждому знаку, что можно просматривать прогнозы еще по знаку асцендента. Так что имейте это в виду. Если у вас знак Солнца не резонирует, то вы смотрите, нет совпадений. Попробуйте недельку проверить по знаку асцендента. Он иногда показывает гораздо лучше, чем знак Солнца. Ну что, рассказываю. Значит, у вас в этот день надежда какая-то будет на этот день, на что-то надеетесь. Встреча с каким-то важным влиятельным человеком. Корона.
Приятная встреча, свидание, деловой разговор, возможно, вот с вот этим в короне. Пустые разговоры, колокольчик показывает. Может быть, этот разговор ничем не закончится. Поболтали, да, то есть и разошлись. А может быть, колокольчик проиграется в свидании, да, то есть на приятной встрече, какое-то приятное общение. И интимная связь, кровать. Такие события у вас. То есть у вас, видите, есть надежда на какую-то встречу и на разговор. А чем он закончится, непонятно. Если бы выпал бы флаг или выпал венок, можно было бы сказать, что этот разговор пройдет успешно для вас. Вы что-то для себя получите, на что надеялись. Но, к сожалению, ни флаг не совпал, ни венок не совпал. Поэтому и ключик, да, то есть еще бы, если были, ключик бы был. А так сложно сказать, чем этот разговор для вас закончится. Благодарю за внимание, стрельцы. Я перехожу дальше к козерожкам. Так, козероги. 10 сентября. Десятое сентября. События дня. Козероги. Угу. Первое событие — ссора. И тут еще змея, видите, тоже можно соединить еще змею. Ну, в принципе, они похожи по значению. Змея — это человек, который пытается с нами поругаться, да, то есть сказать какие-то гадости нам. Угу. И разочарование, колодец. Переживание, печаль из-за этой ссоры. Хотя метла не показывает серьезную ссору. Так переживать из-за какой-то ерунды. Так, значит, смотрим еще. Что-то я у вас тут особо ничего не вижу. Не вижу. Ну, если вдруг вы что-то где-то находите, бывает такое, но не вижу я, то у вас это событие может проигрываться. Сейчас я еще проверяю горизонтали. Смотрим строго горизонтали, строго вертикаль. Вот видите, по горизонтали есть ключик, второй ряд. Первый ряд есть победа, флаг. Прекрасные два события. Теперь проверяем вертикали. Здесь нет карты, не можем проверить. Здесь нет, здесь нет, здесь не вижу, здесь не вижу и здесь тоже не вижу. Получается, значит, рассказываю, какие события. 4 события выпали. Первое событие — это ссора, выяснение отношений с кем-то и разочарование сильное. Колодец, да, то есть это очень глубокие переживания. Это из минусов. А из плюсов — победа и ключ. Ключ — это всегда какие-то новые возможности, открытые двери. Это когда, знаете, вот все в ваших руках. От вас зависит, как пройдет этот день. Так что 2 события хорошие, 2 не очень. Такое для вас предупреждение. И еще не сказала, проверяйте, пожалуйста, прогноз еще по знаку асцендента. Если у вас, допустим, знак Солнца не резонирует, вот вы смотрите, нет совпадений. Ну, практически, да, то есть иногда бывает, но в основном не совпадает. Обязательно проверьте знак асцендента. Там может быть гораздо больше совпадений для вас. Я просто забываю говорить, когда видео записываю. Потом в комментариях читаю, думаю, ой, что я не сказала. Ну, в общем, я забываю. Благодарю за внимание, козероги. Перехожу к водолеям. Водолеи. 10 сентября. События дня.
Водолей, вторник, события дня. Покажите мне. Смотрим Водолеи. Угу. Змея, первое событие. Змея. Что я больше ничего не вижу. Ага, есть ножницы. Так, ножнички. Смотрим дальше. К сожалению, расческа тоже выпала. Хотя рядом с ножницами хорошее сочетание. Может произойти неприятность, но вы найдете решение. То есть решится вопрос какой-то. Вы ее разберетесь с этой неприятностью. Так, теперь проверяем строго вертикали и строго горизонтали и строго вертикали. Карты крайние. Смотрим, значит, здесь нет, здесь не вижу, здесь не вижу совпадений, не вижу, не вижу, нет, 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 и здесь вижу солнышко. Одно только событие нашла по периметру. Получается, в этот день 4 события выпадает. Змея предупреждает о том, что кто-то может, общаясь с вами, там, не знаю, сделать какое-то замечание, проявить агрессию и так далее. То есть змея — это нашипеть, ужалить, и вы должны быть к этому готовы. И плюс выпадает неприятность. Может быть, это и будет неприятность общения с вот таким человеком. Но зато у вас есть 2 хороших события. Это решится какой-то вопрос, который, возможно, долгое время не решался. Ножницы показывают обычно то, что вот долго тянется. Решится вопрос, и карта хорошего настроения, солнце. Позитив, радость, оптимизм. То есть я думаю, что это будет из-за решения этого вопроса. Вот это настроение. Вот такие события. С одной стороны минус, с другой стороны плюс. И еще, Водолеи, пожалуйста, то есть информация важная, не забывайте проверять прогноз по знаку асцендента. Если, конечно, вы его знаете. Если не знаете, то его сначала нужно узнать. Потому что иногда прогнозы по асценденту проигрываются гораздо лучше, чем прогнозы по знаку Солнца. Я просто забываю об этом говорить. Благодарю за внимание. Я перехожу к рыбам. Рыбы. 10 сентября. Рыбы, события дня. Рыбки, смотрим, что у вас вторник. Сердце выпадает, первое событие. Маска. Колодец. Ой, рыбки, вам, наверное, не повезло. Будет шуметь, машина едет, чистит улицы. Не знаю, будет вам мешать, не будет, на видео слышно. Постараюсь говорить погромче. Нерешенный вопрос, цепь. И есть цветочек.
Ага, есть еще сразу же по горизонтали лебедь. Проверяем с вами строго горизонтали и строго вертикали. Здесь смотрим, нет. Бабочка есть. Бабочку можно сюда переложить. Смотрите, сочетание обман, разговор. Да, то есть в разговоре вас могут обмануть. Поэтому будьте внимательны. Также есть бокал по вертикали. Бокальчик. Смотрим дальше. Значит, здесь нет, здесь нет, здесь не вижу. И здесь тоже не вижу совпадений. Получается, ну у вас много событий. 3, 4, 5, 6, 7, 8 событий. Значит, смотрите, первое событие. Маска. Обман. Обман, деловой разговор и разочарование. То есть, скорее всего, что вы будете разочарованы из-за какого-то обмана. И он может быть в каком-то разговоре. Нерешенный вопрос, к сожалению, тоже есть во вторник. Какой-то вопрос не решится. И если мы посмотрим ножницы, где у нас одна половинка вот, а вторая вот. Ну, далековато друг от друга. То есть, скорее всего, этот вопрос еще и не скоро решится, который во вторник должен был решиться у вас. Может быть, из-за этого будет разочарование. Вы хотели во вторник все сделать, а не получается. Да, то есть, ну вот, так бывает иногда. Плюс из хорошего выпадают друзья, общение с друзьями, гармоничные отношения в паре, лебедь, исполнение какого-то желания, застолье. Ну, возможно, да, то есть какое-то мероприятие, там будете с друзьями, с любимым человеком где-то вместе посидите. Поэтому, с одной стороны, да, это все хорошо в личной жизни, в отношениях с друзьями, желание исполняется, но в делах зато не очень. Видите, здесь не решаются вопросы, обманы какие-то могут быть, поэтому где-то минус, где-то плюс. Так что будьте начеку и постарайтесь избежать обмана. И еще у меня есть для вас, да, то есть такое, ну, нельзя сказать объявление, да, то есть обратите внимание, иногда прогнозы по знаку асцендента проигрываются гораздо лучше, чем прогнозы по знаку Солнца. Я об этом редко говорю, потому что я забываю просто. И вот, пожалуйста, обратите на это внимание. Если у вас не резонирует, вы смотрите и не резонирует, да, большинство там времени, там иногда совпадает, а большая часть времени нет, тогда попробуйте еще пару неделек, недельку, да, там, или хотя бы несколько дней посмотреть по знаку асцендента. Ну, если вы, конечно, знаете. Если вы не знаете, то тогда нужно найти мое видео, где я рассказываю, как этот асцендент можно узнать, найти. Благодарю за внимание. Как раз вот я успела, прям когда сильно шумно стало, я уже успела дописать. Благодарю за внимание, жду вас на своих новых видео.